ұйымдастырған халықаралық мәдениеттер жақындастыру орталығына құрметті қонақтарымызға қош келдіңіздер дейміз. Енді қазір таныстырып өтейін, біздің арамызда біздің әріптестерімізден басқа қонақтарымыз бар. Бірінші таныстырып өтейін, Мақсат Әбдібекұлы Нұрмағамбетов, дипломат, Қазақстандық дипломаттар одағының басшысының орынбасары, еңбек сіңірген, дипломатия қызметінің еңбек сіңірген қызметкері, дипломат. Ортамызда Мақсат Әбдібекұлы. Сонымен қатар Шалқар радиосының директоры, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, жазушы Болатбек Төлепберген отыр арамызда. Енді ең алдыменен сіздерге біздің басшымыз Олжас Омарұлы Сүлейменовтің атынан сіздерге көп алғысымызды айтып, осы мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Олжас Омарұлы да енді сіздермен бірге деп ойлаңыздар, денсаулығына байланысты бүгін келе алмады. Республика күні халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайтатын, бірлігімізді бекемдеп, ынтымағымызды арттыратын айшықты ұлық мерекеміз. Біз байрағын биік ұстаған, тік ұстаған бабалардың ұрпағымыз ендеше осы Қазақстанның гүлденуіне, Қазақстанның өркендеуіне әрқайсымыз, әр қызметкеріміз үлесін қосып жүр деп ойлаймыз. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ, бағдарымыз айқын, мақсатымыз ортақ деп президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, барлығымыздың мақсатымыз да ортақ, бағдарымыз да айқын деп ойлаймын. Өйткені біз тәуелсіздік тұғырын биік ұстап, мемлекеттігімізді нығайта береміз. Өйткені отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір деп өзінің құттықтау сөзінде атап өткендей, президентіміз республика күні еліміздегі басты мерекелердің бірі болып саналады. Бұл мереке 2 жылдан бері тойланып келе жатыр. Кезінде бұл мерекені алып тасталған еді, 2 жыл болды, қайтадан тұғырына қонған бір мерекелердің бірі деп ойлаймын. Енді осы 25 қазанға орай өткізіліп отырған осы кішігірім халықаралық Қазақстан әлемдік қауымдастық көзімен деп атадық, өйткені біз халықаралық мекемеміз, сол үшін де қазір бірнеше кісі бізде сөз сөйлейді. Осы шарамызда жалпы республика сөзі латын тілінде ортағыз дегенді білдіреді екен. Ортағыз ол бәрімізге ортақ міндет дегенді білдіреді. Республика сөзі республика өзіне жауапты азаматтардың ортақ іс-әрекетінің арқасында құрылады. Өйткені азаматтар мемлекеттің арқауы, азаматтар болмаса мемлекетте болмайды. Сондықтан барлықтарыңызға осы шараға келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Осы шараға кішкене болса да өз үлестеріңізді қосқандарыңызға тағы да басшылықтың атынан көптен көп рахмет айтып, шарамызды ашық деп жариялаймыз. Алғашқы сөзді осы орталығымыздың ғылым және сыртқы байланыстар жөніндегі директордың орынбасары, PhD доктор Игорь Владимирович Крупкоға береміз. Игорь Владимирович о роли Олжаса Омаровича Сулейменова в становлении Республики Казахстан деген өзінің сөзін айтса. Большое спасибо. В День Республики хочется задаться вопросом, а что это такое, что это значит, и неизбежно приходит ответ, что республика, страна или нация – это то, чем ее делают люди, которые формируют культурный код нации. И на самом деле, если взять историю Казахстана, вот последних, скажем, последнего столетия, условно говоря, вторая половина прошлого века, начало 21 века, то в какую сферу ни посмотри, во всех сферах, значит, можно увидеть со всей очевидностью влияние, которое оказал Олжас Омарович на это. Литература, кинематограф, значит, общественно-политическая деятельность, дипломатия, какое угодно. И проблема в том, что, вот, как Олжас Омарович называет, антикнижная революция, которая совершилась в 90-е годы, и в принципе во всем мире такой поворот от великого читателя к великому зрителю и слушателю, это наложилось еще на наш культурный разрыв в нашей стране, в результате которого новые поколения уже мало, так скажем, осознают
великое влияние тех лет на нашу современность. Но мы этому противодействуем. И перед своим кратким докладом я хотел показать, мы сейчас занимаемся возвращением, так скажем, памяти, возвращением исторической памяти, в том числе и визуально. Множество архивных фильмов, документов мы выкладываем в открытый доступ. И вот одно из них, которое я недавно выложил на, значит, наш YouTube-канал. Пока снова дорога, как сейчас, чтобы вручить как дар детское питание в городах и селах, где идет война. Таджикистан, Азербайджан. В настоящее время вы работаете над каким-нибудь произведением? Сейчас наше общее произведение должно быть мир, спокойствие, здоровье людей. Вот над этим мы сейчас все работаем. Спасибо большое. Познаются в беде. Казахский народ всегда это доказывали, что они дружат со всеми нациями, со всеми народами, не только, скажем, бывшего Советского Союза, но и всей планеты. Я просто очень тронут, что эту помощь возглавляет мой брат, старший брат, воистине большой поэт. Поэт, который мог сказать: «Земля, поклонись человеку». Спасибо, Алжас Умар. Мы знаем, что на свете есть Алжас. В общем, мы люди где-то одной эстетики. Понимаешь? И чтобы там какие-то вот политические коллизии, разрушаются страны, границы, идет война, и даже 5 лет назад никому во сне не могло бы присниться вот все то, что сейчас произошло. И когда мы дружили, когда мы общались, никто не думал, кто кем станет, кто будет популярным, кто будет министром, кто чем кончит, кто с кем что случится. Но все мы были смелые, задиристые, ну, и особенно ты. И в этом плане, как говорится, все с тебя брали пример. Что ты в самые тяжелые года, в те года, когда нельзя было говорить, в те года, когда могли человека как муху со всеми его родственниками раздавить, ты не боялся свой голос поднимать в защиту правды, в защиту исторической справедливости. Баку, когда мы ходили по этим заведениям детским, больницам, нам говорили врачи, что в Баку в этом году не поступило ни одной баночки. И поэтому каждая вот эта порция, это как бы лекарство. Это дороже лекарства даже для детей. И это было очень для нас важно понимать. И вот сейчас, распределяя по Казахстану 1000 тонн в каждую область, мы будем знать, что дети Казахстана от себя отдали вот определенное количество, какую-то часть детям страдающих регионов там, что дети не виноваты в том, что происходит. Все дети одинаковые, они вне политики должны стоять, вне войн. Во второй половине 20 века в среде национальной интеллигенции Казахстана не было человека, чье влияние на умы было бы столь же вдохновенно велико, как жизнетворчество Алжаса Сулейменова, пишущего на русском, но определившего экзистенциальное развитие лучших образцов казахского искусства на десятилетия.
Олжас Сулейменов – автор века, разгадавший биографию человечества, поэт, сотворивший собственный глобус. Его книги с первой страницы берут читателя за живое и на скорости дыхания бросают сквозь миры автобиографического и исторического, детских потерь и мудрых уроков, дружб и откровений, чьих-то подвигов и подлости, разгаданных знаков древности, пропущенных веков знаний и вечных минут молчания на краю света. И читатель возвращается оттуда уже другим, осененный выдохом вечности, словом, почувствовав себя больше, размером с человечество и старше на несколько тысячелетий. Попадая в поэтическую стихию Олжаса Сулейменова, читатель обнаруживает себя зрителем авторского кино смыслов, преобразующих слова и явления, обнажая их родственную природу и возвращая расколотому миру изначальное благо всеединства. Здесь вспоминаются строки бессмертные: «Мир, земля, шар земной, сочетание слов, сочетание народов, мечей и судеб, сколько твердых копыт над тобой пронесло, все пустыни твои нас безжалостных судят». И смеяться над бездной, и верить в правдивость цветов, в повороты крутые и в ярость весеннего неба. Мы создали себя обобщением боли веков. Мы коснемся губами полей, где никто до нас не был. Раз в столетие эпоха избирает человека, который, разгадав слова, адресованные векам, совершает поступки, оказывающиеся смыслом и оправданием поколений. Отличие взгляда Олжаса Сулейменова от, например, толстовской точки зрения Бога над схваткой в том, что он всегда был в эпицентре исторических событий, а порой и влиял на их ход. История с юности признала в поэзии своего творца, вернувшего казахской историософии несколько доказательных тысячелетий, приблизившегося к началу культур и знаниям, сблизившего биографии народов на дорогах в будущее, подарив им историческую память и право на действие в 21 веке. Снова вспоминаются строки: «Прищурил бровью карий свет мыслитель доброго столетия, всего на расстоянии плети опаздывает твой совет, тень будущего на портрет навалится, ломая краски, любимая, на сколько лет опаздывают твои ласки, по клавишам и закричат на выручку быстрее листа, из эпоса джигиты мчат, опаздывая лет на 300. Благодаря его творчеству в 60-е годы в Казахстане началось оздоровление общественного сознания, а в 80-е в результате деятельности созданного им движения Невада Семипалатинск началось физическое и духовное оздоровление народа после 40-летних ядерных испытаний. Поэтическая формула пути в будущее от веков колониальной зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости с каждым десятилетием становится все более убедительной. И некоторые международные организации, мы это уже наблюдаем сами, признали ее краеугольной, включив в число фундаментальных учений, направленных на преобразование мира и сближение культур в 21 веке. Вот в День Республики, как не вспомнить, что кого еще из казахских поэтов цитировал французский президент на встрече со своим казахстанским коллегой вот эти строки: «Казахстан, ты огромен, 5 Франций без Лувров, Монмартров, уместились в тебе все бастилии грешных столиц. Ты огромной каторгой плавал на маленькой карте. Мы, казахи, на этой каторге родились». Выжить вопреки — формула, применимая к истории казахов в 20 столетии. В столетии, сокращенном войнами, голодом, репрессиями и ядерными испытаниями. Испытывали не только атомные бомбы, но и целые народы. Как говорит Олжас Омарович, и одновременно и унижая, и в то же время возвышая. Однако, вопреки всему, в народе появились герои, испытавшие право казахской культуры говорить с миром
на равных, сумевший заставить мир слышать и откликаться на их слова и поступки. Вот эти десятилетия, 60-е, 80-е, вплоть до 90-го года, да, когда декларация о суверенитете была, это 3 десятилетия обретения исторической памяти и достоинства, десятилетия осознания своего исторического права не быть изгнанником на земле, отмеченной культурной традицией и памятью о Чокане Валиханове, Авае, Шакариме, Мухтаре Ауэзове и так далее. 30-летием измеряется поколение. Его герои совершили почти невозможное, воспитав за эти годы поколение народа, который в момент исторического экстремума поднялся в рост и выступил против всеобщей угрозы жизни на земле. Международное антиядерное движение Невада-Семипалатинск, созданное Олжой Самаровичем, объединило не только народ Казахстана, но и почти все антиядерные движения мира. Ну и мы все знаем, что в результате его деятельности 19 октября 1989 года были остановлены испытания на Семипалатинском полигоне, а затем измолчали все 5 полигонов мира. Создан глобальный антиядерный альянс, проведен Конгресс избирателей мира против ядерного оружия и так далее. Так народ Казахстана воспринял свою 40-летнюю боль как общую боль мира и подарил миру шанс отказаться от своего ядерного конца, продолжить свой путь в будущее. Не случайно архивы Невады были включены в реестр документального наследия человечества «Память мира». И вот в завершение хочется сказать, что, вероятно, вот эти все действия, эти поступки, эти великие слова, они сформировали культурный код нации, который, конечно, необходимо поддерживать, укреплять и не забывать о тех великих людях, которые его сформировали. Не опускать, так сказать, планку. Вот. С наступающим праздником, Днем Республики. Спасибо за внимание. Рахмет, Игорь Владимирович. Келесі сөз кезегі Мақсат Әбдібекұлы өзіңізге беріледі. Спич трибунаға шығып сөйлесеңіз болады, микрофон істеп тұр. Я очень благодарен руководству Центра сближения культур, под руководством Ужаса Самовича Сулейменова. Нас часто приглашают, и я очень благодарен за приглашение. Хочу всех поздравить действительно с таким знаменательным праздником, Днем Республики. В одном из своих выступлений наш президент Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что вот этот праздник, 25 октября, это, по сути, является самым таким значительным праздником нашей страны, поскольку это день единения народа Казахстана. Вот. И в связи с этим хотелось бы сказать, что именно благодаря Касым-Жомарту Кемелевичу, вот именно праздник, День Республики, вы знаете, что на последнее время мы отмечали 16 декабря, да? Но вы причину знаете, основополагающим документом любого государства является акт провозглашения независимости. И вы знаете, этот акт был провозглашен 25 октября 1991 года, и эта декларация была подписана не Назарбаевым, а Абдуллиным. Поэтому, вы знаете, история такова, что президент наш, бывший президент Назарбаев, посчитал, что вот объявление 16 декабря уже де-факто независимости Казахстана, эта вот дата как бы должна была праздноваться. А на самом деле вот именно акт декларации независимости Казахстана был произошел 25 октября 1991 года. Ну, вы знаете, что Казахстан, приобретя независимость, стал самодостаточным государством, и одним из субъектов его независимости и субъекта международных отношений является, естественно, создание Института внешнеполитического ведомства. У нас после провозглашения независимости в 1992 году, вы знаете, подписан был закон, подписан Назарбаевым 2 июля 1992 года. Это наш
профессиональный праздник, День дипломата. И вот, ну, вы знаете, до провозглашения независимости существовал Советский Союз с 15 независимыми республиками. Каждая республика имела свое министерство. Но вы знаете, что функции были такие ограниченные, больше была декларативная. Суть этого ведомства, заключавшаяся в приеме гостей, ознакомлении с достижениями республики, но вот уже полноправное вхождение Казахстана в мировое сообщество, естественно, должно быть осуществляться профессиональными дипломатами. И вот в 1992 году, когда я еще не работал, я пришел в 1994 году, вот тогда в 1992 году, вы знаете, постпредом в Москве был такой деятель наш Солдабаев Канат Музаевич. Вот он получил поручение президента найти и вернуть в Казахстан всех казахстанских дипломатов, которые работали в союзном виде, во внешнеполитических организациях Советского Союза. И вот так называемый московский десант в 1992 году, вот, который составил костяк, уж профессиональный костяк нашего современного МИДа. Ну, в этом числе, вы знаете, был и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Булат Нургалиев, Амаров, еще у нас Курмангужин, ну, еще ряд наших дипломатов. Вот с тех пор уже, благодаря вот такому профессионализму, и наш МИД провел большую работу по вхождению в мировое сообщество Казахстана, поэтому мы на настоящий момент являемся полноправным членом международного сообщества, который уже знает Казахстан как достойного партнера, которому можно верить. И вот, кстати, моя последняя командировка, я до выхода на пенсию 5 лет работал в Азербайджане. И вот сейчас вот, глядя вот то, что Игорь показал нам, вот эта вот акция детям Азербайджана и Таджикистана. Я когда пришел в МИД, как раз, вы знаете, Казахстан сейчас как бы в мировом сообществе ассоциируется как площадка для ведения переговоров по примирению сторон. Вы помните 90-е годы, как раз вот события в Таджикистане, гражданская война. Здесь, в Алмате, тогда еще МИД был. Мы мирили Рахмонова с оппозицией. Вот. Потом в эти же годы разразился Карабахский конфликт. Вот. И вот неоценимая заслуга Ужаса Амаровича в том, что, вы знаете, события развивались, вот это ввод советских войск в январе 90-го года, когда Народный фронт Азербайджана провозгласил независимость, тогда были введены советские войска. Причем вот это вот площадь шахидов показали, где Ужас Амарович возлагал цветы, это вот площадь шахидов. Вот эта площадь, она была вот первой жертвой вот этого январских событий, когда танками давили, расстреливали людей. Вот. И тогда был президентом Ильчебей. И тогда он обратился к деятелям культуры тюркского мира. Значит, послание было адресовано Ужасу Амаровичу, Чингизу Айтматову, Мустаю Кариму. Вот. И братья тюрки, помогите, окажите моральную поддержку. И на этот призыв отозвался больной Ужас Амарович, да, простывший был, но благодаря мандату депутата Верховного Совета он смог, воздушное пространство было закрыто над Баку, он смог прилететь военно-транспортным самолетом. И вот в одном из выступлений, почему Ужас так ярко выступил, и с тех пор, вот сейчас вот я сам был свидетелем, когда, идя рядом по улицам Баку, простые люди подходили, целовали ему руки и благодарили за ту вот поддержку, которую оказал такой великий гражданин мира, наш известный поэт, обществоведитель Ужас Амарович Сулейменов. Вот так вкратце вот роль дипломатической службы. Вот. Но Ужас Амарович и я вот возглавляю алматинский филиал
объединение казахстанских дипломатов. Вот у нас люди выходят на пенсию, дипломаты, никто не хочет возвращаться в основном, и все возвращаются в Алмату. Ну, здесь тепло, здесь, кстати, все почти родом из Алматы, все выпускники Казгу, Иньяза, вот, поэтому цвет дипломатии здесь. И вот ярким украшением нашего объединения, конечно, является Ужас Иванович Сулейменов. Он всегда посещал наши мероприятия. Вот, кстати, вот 8-го вчера я встречался с представителем Азербайджана здесь. У нас есть вот институт генеральных консулов. В свое время с переводом столицы в Астану, когда Назарбаев очень настоятельно требовал, чтобы мы перевели дипломатический корпус из бывшей столицы уже в состоявшуюся столицу. И вот я помню, в 98 году мы организовали чартерный рейс для дипкорпуса, всех послов собрали, чтобы показать страну. Это где-то был октябрь месяц. Значит, я помню, была вторая, по-моему, уже, или третий посол Соединенных Штатов после Корки, женщина была. И вот мы летим, приземляемся в аэропорту Астаны, где солнце светит, так все ясно. Она в такой шляпе, приземляемся, подкатывает трап, дверь открывается, она выходит, и первый же порыв ветра, эта шляпа улетела, ее так больше не нашли. Вот. Мы показали столицу, все, да, красиво все, вернулись, и потом мы спрашиваем, будете переезжать? Знаете, мне остался год здесь еще работать, вот меня сменит очередной посол, вот он и переедет. Вот этот процесс затянулся. Вот. Но тем не менее, Алмата знаменательна тем, что страна наша большая, вот, дипкорпус, который находится в Астане, они закрывают вот эти северные районы. Поэтому необходимость была в том, чтобы осуществлять дипломатическую деятельность и в южных районах Казахстана. Поэтому у нас существует институт генеральных консулов, 14 у нас здесь. И надо сказать, что все представительства международных организаций, ни одна, кроме ООН, не располагается в Астане, все в Алмате. Поэтому у нас дипломатическая жизнь даже более активная, чем в Астане. Спасибо. Келесі сөз кезегі орталығымыздың аға ғылыми қызметкері, жазушы, ақын, филология ғылымдарының кандидаты, жазушылар одағының төрағасының орынбасары Нұржан Қуантайұлына беріледі. Құрметті зиялы қауым, қадірлі қонақтар, расында да міне келген ертең біздің республика күні, үлкен мейрам, және ағамыз айтып кетті, расында бұл декларация қазақ тарихындағы үлкен тарихи құжат, акт, заңнама 1990 жылы 25 қазанда біздің жоғарғы кеңес осыны қабылдаған болатын. Биыл 34 жыл екен, келесі жылы 35 жылдығы болады. Ұлы датаны біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы арасында арнайы атап өтуді және ресми осындай жиындар өткізіп тұруды бастама етіп көтерген осыдан 3-4 жыл бұрын. Сондықтан біз бұл қазақ тарихына ұлы датаны әрине атап өтуіміз керек. Бұл тұрғыда енді соңғы 34 жылдың ішінде әрине Қазақстан әлемдік қауымдастықта өзінің орнын тапты. Қазақстанда қазір әлем жұртшылығы жақсы біледі. Қазақстанның мәдениеті де қазір Еуропаға, орталық Азияда емес, Еуропада да барлық жерде танымал. Енді біз бұл жерде әлемдік қауымдастық деген кезде әлем баспасөзінің Қазақстан туралы, қазіргі Қазақстанның экономикасы, әлеуметтік жағдайы, мәдениеті, әдебиеті туралы жазған дүниелерді шолып қарап отырамыз. Соның ішінде Қазақстан туралы ең көп жазатын әрине біздің көрші еліміз Ресей баспасөзі, одан кейін екінші орында Түркия баспасөзі екен, үшінші орынға Қытай түскенмен ары қарай Жапония, Америка құрама штаттары осылай кете береді. Сондықтан біздің Қазақстан туралы жүйелі түрде әлемдік баспасөз қадағалап отыр. Мұндағы жағдайдың, оқиғалардың барлығын сараптамаға салып отыр. Біз енді өзіміз қаламгер қауым болғандықтан, жазушы болғандықтан осы әдеби Қазақстанның әдебиеті жөнінде
мәдениеті жөнінде не жазып жатыр екен деп, не айтып жатыр екен деп әлемдік баспасөзді, оның ішінде жаңағы Ино Семей порталы арқылы қарап отырамыз. Және ағылшын тілінен орыс тіліне аударылған мақалаларды, сонымен бірге шама шарқымызға қарай мына көрші елдердегі баспасөзді, газет журналды оқып отырамыз, телеарналарды көріп отырамыз. Оның ішінде біздің Мәскеудегі Культура телеканалы өте қазіргі заманға сай ақпараттар береді, хабарлар береді. Соның ішінде біздің Қазақстанның әдебиеті туралы да айтып жатады. Мысалы, не шыққан бізде антология литератур народов стран СНГ деген трехтомник. Вышел трехтомник антология литератур народов стран СНГ в 3 томах. Вышла в прошлом году в Москве. Об этом писали российская пресса, об этом писала наша СМИ. Идею о том, что выпустить антологию литературы народов СНГ, была идея нашего Олжаса Омаровича. С 91 года по, скажем, 23-24 год не было издано ни одной переводной книги литературы, литературы не только Казахстана, но и СНГ. Поэтому по этой антология включила в себе три тома. Это поэзия СНГ, литература, проза и детская литература. Вот в одном из них, в антологию современной литературы стран СНГ поэзия, где вот около 90 страниц, большой том, вошли стихи более чем 100 поэтов стран нашего Содружества. Здесь автором предисловия является выдающийся поэт Казахстана Олжас Омарович Сулейменов. То есть литература и культура Казахстана сейчас не только переводится на русский язык, но и на другие языки стран СНГ. Но также последние 10 лет были изданы на 6 языках, мировых языках, то есть на английском, на испанском, других языках антология поэзии и прозы литературы Казахстана. Они были презентованы в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже и в других городах мира. Яғни бүгінгі қазақ әдебиеті мен қазақ мәдениетінің осы соңғы 34 жылдағы біздің тәуелсіздік жөнінде декларация қабылданған кезеңде әлемдік сахнаға шыққан және аударылып жатқан атап айтуымыз керек. Бұл ретте біздің мысалы Нобель сыйлығына номинанттар қазір дайындалып жатыр. Солардың ішінде Олжас Омарович Сулейменовтің де осы Нобель сыйлығына номинант болғанын атап айтуымыз керек. Жалпы осы қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері ретінде оңтүстік Семей ядролық полигон жабудағы үлкен қозғаушы күштің басында тұрғанын атап айтуымыз керек. Биыл сол Семей полигоны жабылғанда міне 35 жыл болды. 35 жыл болады бұйырса. Осының барлығы облыстың қайраткерлігі Нобельге бекер ұсынылып отырған жоқ. Нобель сыйлығының білесіздер тек қана басқа да ғылым, мәдениет, әдебиет саласында емес, сонымен бірге бейбітшілік саласында қосқан үлесі үшін деп беріледі. Біз Олжас ағамыздың бұл сыйлыққа әбден лайық екенін атап айтуымыз керек. Осының барлығының негізінде әрине тәуелсіздік жаңағы біздің егемендік туралы 1990 жыл 25 қазанда қабылданған декларацияны құжаты тұрғанын атап айтуымыз керек. Сондықтан бұл тарихи күнді атап айту, бұл тарихи күнді біздің жетістіктерімізді көрсету, Қазақстанның осы датамен байланысты әлемдегі негізгі алатын орны туралы бір жинақтап осындай жиындар атап айтқанымыз өте орынды. Сондықтан бүгінгі осы жиынға келіп отырған барлығыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Келе жатқан мемлекеттік мереке құтты болсын. Рахмет. Қызметкері биология ғылымдарының кандидаты Нұржауар Сербекқызы Исаеваға беріледі. Армысыздар, құрметті әріптестер. Келе жатқан мейраммен құттықтай отырып сіздерді.
барлық жақсылық тілеймін, денсаулық отбасыларыңызға, бақыт, аспаныңыз ашық болсын. Вот как бы мысли прочитал Игорь Владимирович, когда наступает такой значимый праздник, задумываешься, что я, кто я и почему деген сияқты. Я назвала свое небольшое выступление «Дерево памяти». Почему так? Вообще, когда задумываешься, каждый человек общепринятая такая установка, каждый человек должен построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево. Я считаю, что большое красивое дерево Расумарович посадил. И находясь в этих стенах, в этом замечательном коллективе, хочется что-то сделать, чтобы свой вклад внести. Поэтому вот 2 года подряд работаю в очень близком контакте с Игорем Владимировичем. Есть такая антология 8 книг Университета Центральной Азии, проекта Гахана «Человековедение». И с прошлого года эти книги пересматривались, потому что там очень много произведений известных всемирных личностей, но было очень много замечаний того, что центральноазиатских личностей мало. А университет работает на 3 страны: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан. Поэтому вот с прошлого года ведется интенсивная работа, включение представителей знаменитых, известных, выдающихся личностей в эти антологии. И в прошлом году была начата работа по введению в человековедение. И 3 книги были просмотрены, включены: «Личность общества» и «Традиции изменения». Следующее. Введение человековедения вот в таком виде. И, кстати, вот по этим книгам будут обучаться студенты в вузах 3 стран. Эти книги переведены уже они на русском языке были и на английском языке были, переведены на кыргызский, казахский, таджикский языки, то есть они будут на 5 языках. Здесь вот в содержании у Расумаровича произведение «Чем порадовать сердце», и посчитали нужным, как увековечить. Вот экземпляр у Игоря Владимировича находился. Первый его выпущенная книга «Азия». И это очень памятно с его автографом, с Умаровича автографом. И произведение каждого личности начинается с краткой биографии и его посыла, что он миру говорит, тот или иной известная личность. И в конце, вот 95-я и 98-я страница, в конце вопросы для обсуждения. Не просто читать, это есть методика аналитического чтения, обсуждения по группам и так далее. И вот именно ориентируясь на вот представленные вопросы, будут разбирать это произведение. Следующая антология — это «Личность общества», это общий вид книги. Дальше в оглавлении мы включили произведение Мурата Мухтаровича Ауэзова из дневников 1970 года. И вот в этом году, в июне месяце, проходил TIT, тренинг для тренеров, и как раз вот получилось, что в память
это было в конце июня, Мурат Мухтаровича, мы почтили его память, разбирая вот его произведение, которое осталось большим наследием. То же самое его биографии и вот вопросы для обсуждения очень интересные. Было очень радостно слышать, что очень много там с 3 стран присутствовали педагоги, и из Хорога такая импульсивная личность, он очень такие искренние, сердечные слова высказал, что это человек про Мурата Мухтаровича, мира, и его произведение, вот мы знаем, было даже вот удивительно, насколько мысли Мурата Мухтаровича близки вот людям, которые находятся далеко. Это Хорог, это вершина Памира. Следующая книга — это «Традиции изменения». Вот она в таком виде, очень интересная антология. И дальше содержание вот Олжас Умаровича к эпохе осознанной взаимозависимости. И, кстати, в эту книгу уже по рекомендации педагогов Асхата Кучинчирикова «Бауырына басу салу» фильм. Так как идет традиция, это книга о традициях и какие изменения, вот, остаются ли традиции теми, которые они раньше были, или изменяются, если изменяются, каким образом. И здесь также вот Олжас Умаровича, это доклад на Ташкентском симпозиуме писателей стран Азии и Африки. И далее здесь тоже кратко его биография еще раз. Вот из книги, вот свежей абсолютно книги «Так было», мы посчитали нужным ее тоже увековечить, так сказать, в память, чтобы молодые люди знали, где можно найти это произведение в полном объеме. Ну и также вопросы для обсуждения. Вот такое вот рассматриваешь работу, ежедневную работу, кажется, что это ну вот как рутина, а когда оборачиваешься, насколько очень многое сделано. И я, честно говоря, очень горжусь, что смогла вот какой-то лепту сделать, потому что для того, чтобы то, что великие слова, великие послы дает наш планетарного мышления соотечественник, молодые должны это знать, молодые должны это тем грамотным подходом изучать, читать, осмысливать. И это считаю, что эта работа будет продолжаться, еще 5 других книг есть. И следующая книга, кстати, дискуссия о человеческой природе, о религиях, о значимости всех религий. Это с точки зрения того, что как она зарождалась и что собой это представляет. Это наша человеческая сущность. Спасибо за внимание. Следующее слово келесі сөз кезегі ортамыздағы қонағымызға береміз. Айтып өткендей Алаш сыйлығының лауреаты, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, философия ғылымдарының кандидаты, Шалқар радиосының бас директоры Болатбек Төлепберген. Рахмет. Бүгінгі мынау мереке қарсаңында жақсы бір кездесу, кеш болып жатыр. Енді ертеңгі мерекеміз құтты болсын. Ең алдымен мынау енді бұл мерекенің тарихы туралы жаңа айтып кетті. Жалпы 1990 жылы осы тәуелсіздік декларациясы Қазақстанда алғаш қабылданып, осы өзіміздің қазір Алматы қаласын тәуелсіздіктің алтын бесігі деп атаймыз содан бері осы жоғарғы кеңесте қабылданғаннан кейін тәуелсіздік декларациясы арада 1 жылдың ішінде осы елдің конституциясы, яғни мемлекет өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан кейін
оның басты құжаты болу керек, конституциясы болу керек. Біз осы мереке қарсаңында сол біздің ата заңымызды дайындаған мынау салық зиманов сияқты аталарымызды еске алып, сол кісілердің осы тәуелсіздік декларациясын және де мынау елдің конституциясын дайындаудағы ерен еңбектерін есімізге алуымыз керек деп те ойлаймыз. Осы салық зимановты, тағы басқа көрнекті Сұлтан Сартаевты, көрнекті жаңағы заңгер ғалымдарымызды. Содан кейін 91 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Өздеріңіз білесіздер, сол кезде Америка құрама штаттары, мынау өзіміздің бауырлас халқымыз Түркия ең алғашқы сәтте сол күні Қазақстанның тәуелсіздігін мойындап, өздерінің жаңағы қуаныштарын, құттықтау сөздерін жолдаған болатын. Содан бері осында жаңа айтылып жатыр, жалпы Қазақстанды әлемдік қауымдастыққа танытуда Олжас Омарұлы Сүлейменов сынды тұлғаларымыздың еңбегі ерен екендігі, және де сол тәуелсіздік алған жылдардан бергі уақытта осындай тұлғаларымыз әлемдік қауымдастыққа Қазақстанды таныстыру бойынша үлкен жұмыстар атқарғандығын айтсақ, бүгінгі күні енді мысалға сол дәстүр жалғастығы сақталып келе жатқандығын көріп отырмыз. Бүгінгі күні мынау Димаш әншіміз Қазақстанды әлемге танытуда, қазақтың мәдениетін, қазақтың өнерін, қазақтың руханиятын, Қазақстан елдігін және тілін деген сияқты әлемдік масштабқа осындай жеткізіп, әлемдік қауымдастықта Қазақстанның орны нық алып жатқандығын, және де сол әлемдегі жаңағы тұрғындар қазақ тілін үйреніп деген сияқты, қазақ әнін үйреніп, бірге шырқап деген сияқты, бұл да бір Қазақстанымыздың үлкен жетістігі деп есептеуіміз керек. Сондықтан да осы тұрғыда, осы жаңағы бағытта Қазақстанымыз дами береді, әлемдік қауымдастықта өзінің орнын ала береді деген сенімдеміз. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Қазіргі кезде әлем таныған Қазақстан деп айтсақ қателеспейміз. Әлемдік қауымдастықта өзінің ойы бар, орны бар. Қазақстан біздің республикамыздың күні тағы да құтты болсын. Келесі сөз кезегі орталықтың ғылыми хатшысы Лидия Карловна Байпақоваға беріледі. Лидия Карловна, пожалуйста. Спасибо, что предоставили мне это слово. Рад вас всех приветствовать в стенах Центра сближения культур. Мы уже услышали несколько выступлений. Каждый из них осветил нашу тематику сегодняшнего мероприятия «Казахстан глазами мирового сообщества» с разных сторон. Были прекрасные доклады и по созданию нашей республики, определенной части нашей государственности. Хотелось бы сказать, что на Центре сближения культур лежит большая амбициозная задача. Задача поддержки в культурном плане, в идеологическом плане всего того, что представляет наша республика. И не случайно свой первый доклад сделал Игорь Владимирович Крупко. Сделал он ее о деятельности Алжаса Омаровича, директора нашего центра, поскольку Алжас Омарович для культуры Казахстана личность неразрывно связанная с самой историей Казахстана и его культурой. Если говорить о самой тематике, о том, как известен Казахстан в мире, Казахстан громко прозвучал на мировой арене, для мировой общественности в 1961 году, когда первый человек полетел в космос. И тогда весь мир узнал, что есть такое место, как Казахстан, которое существует где-то в Советском Союзе, есть такое место, как Байконур, есть такой великий человеческий подвиг, как путешествие первого человека к орбитам космоса. Вот. И хотелось бы сказать, что и дальше на долю Алжаса Омаровича выпала такая миссия, как представлять Казахстан в культурном пространстве. Все мы прекрасно знаем, что долгое время за свою дипломатическую карьеру Алжас Омарович представлял Казахстан в
такой, помимо того, что он был послом, он еще и представлял Казахстан в ЮНЕСКО. Это культурная организация, культурное крыло ООН, международной объединенной организации. Что сделал Олжас Омарович? Ведь на этом посте не просто важно развивать человеческие отношения или дипломатические отношения, он украсил еще повестку дня тем, что составляет казахскую идентичность, представлением с точки зрения истории, с точки зрения нашего культурного наследия. И за этот период, помимо того, что Казахстаном в ЮНЕСКО были в список культурного наследия ЮНЕСКО были номинированы целый ряд памятников материального и нематериального культурного наследия, в реестр памяти человечества и в другие, еще ко всему прочему, ведь очень важен человеческий подход. И вот эта его мысль «судите о Казахстане обо мне, а судите о казахах по мне», она очень интересна, потому что мы действительно смотрим на человека, смотрим на широту его души, на его поступки и представляем, какими являются казахи в мире, как их представляют. И очень приятно и очень отрадно, что судят о Казахстане по Олжасе Омаровичу. Мы видели, как нам продемонстрировали в фильме вот это тюркское братство, признательность азербайджанского народа за такие поступки, потому что человечность еще никто не отменял. И вот эта традиция представления, и ведь у Казахстана действительно очень сложная судьба, и судьба, сотканная из разных мотивов, разных тысячелетий. И в целом она складывает вот эту вот широту души, казахской души, и не просто гостеприимства, хлебосольности, а еще и отзывчивости. Вот. И хотелось бы, чтобы наш центр и в будущем продолжал нести эту традицию миру, чтобы Казахстан представляли и нас, казахстанцев, судили только по лучшим его проявлениям нашей души. Спасибо. Поздравляю всех с праздником. Доктор философских наук Гульмира Кайсаровна, ведущий эксперт Гульмира Кайсар Белялова, ведущий эксперт Республиканского дома дружбы. Может быть, несколько слов вы скажете, Гульмира Кайсаровна? Мы все граждане Республики Казахстан. Мы знаем о том, что как досталась нам эта независимость, как происходили события, уважаемый Максат Адильбекович рассказал, и бывая на очень многих мероприятиях именно азербайджанского этнокультурного республиканского объединения, действительно они с почитанием, великим почитанием, поклонением перед Олжасом Сулейменовым говорят, и в сердцах эту благодарность содержат сейчас, всегда и на будущее. Потому что если вот этот факт привести один, его великой человечности Олжаса Омаровича, он показывает, какой он смелый, сильный и независимый человек. Несмотря ни на какие вот эти вот политические моменты, несмотря на какие-то разные вот это разноголосие, да, в наших действиях, нашей казахстанской дипломатии, вообще, как говорится, может быть, государственных каких-то взглядов на эти процессы, которые происходили тогда в СНГ, он высказал свою личную позицию. И это его подвиг, гражданский подвиг, почему я обратилась сразу как гражданам, к нам, ко всем. Гражданский подвиг, личностный подвиг, человеческий подвиг. Олжаса Омаровича Сулейменова я первый раз увидел, когда была ученицей 7 класса. Мне было всего лишь 14 лет. И тогда как раз-таки, вот сейчас, уважаемый Салтанат, вы сказали, что на следующий год будет 50 лет аз и я. Он, репрессированный Олжас Сулейменов, прилетел к нам в город Новый Узей, тогда он так назывался. И прилетел, потому что его лишили всех званий, членства в Союзе писателей, тех постов, которые он тогда занимал. И
все-таки предложили быть председателем, значит, общества, республиканского общества охраны памятников. Это, возможно, малоизвестные факты, которые для кого-то сейчас станут такими новостными, да. И он прилетел в город Новый Узень, чтобы посетить вот эти святые места Бекет-ата и Шупан-ата. Те места, которые народ всегда поклонялся, всегда приходил. Әрқашан ел сол жерге барып жүрді. Оразаны ұстап дегенде, құрбан айтын не істеп, құрбаншылықты жасап. Люди потихоньку всегда, вот казахи, да, если говорить о казахском народе, как сейчас вот Элида об этом говорила, и все об этом, все это отмечали, что в казахском менталитете всегда было все-таки сильная вера и поклонение своих святых. И узнав об этом, народ собрался перед акиматом, как мы сейчас говорим, перед мэрией, да, ну как собрался, пошли и несколько человек, человек 10, и попросили, чтобы была встреча. Встречу никто не хотел проводить, сами понимаете. Это были тогда такие вот репрессии на ужасы Сулейменова. Азия запретили, везде изымали и так далее, и так далее. И тогда народ сказал, хорошо, мы сами пойдем туда, в гостиницу, и перед площадью, значит, станем. Мне все рассказал папа. Но я ребенок тогда, подросток, 14 лет. И знаете, что все-таки партийные органы приняли решение, встреча состоялась в Большом ДК «Нефтяник», Доме культуры «Нефтяник». Он находился недалеко от нашей школы, я училась в русской средней школе, потом дорога, потом, значит, там, как мы сейчас говорим, магазин вот этот большой, этот был у нас там двухэтажный, «Прогресс» назывался, а за ним казахская школа, и вот так перпендикулярно находился ДК. Вы знаете, сколько пришло народу? Все хотели попасть, но попали те, у кого был пригласительный. Моему папе тоже дали пригласительные, имя моего отца Белялов Николай Мухамеджанович, по документам я Гульмира Николаевна. И вот я что хочу сказать, он не смог пойти. Билет вот так лежал, пригласительный на столе. Я говорю, папа, можно я пойду? Он говорит, а кто тебя пустит? Это для взрослых. Ну, сами понимаете, что и партийные органы, и соответствующие органы, другие, все были там. Общественность городская, руководители первой организации. Я говорю, ну, если ты разрешишь, я пойду, я зайду. А как ты зайдешь? Ну, возьми билет, если попадешь, я за что-то увидишь. Ужаса Сулейменова, сказал мне отец. И так получилось, что я взяла этот билет после занятий, как раз это было, потому что во второй половине дня. Я стою, там меня, конечно, никто не пустил, но я стою с этим билетом, ну, чуть ли не такая прям вот, что да, разреветься готова, жлава дайнман, да, тормана на билет колгастап. И мне видно, что у меня билет. И такая стою, говорю, ну, можно я зайду? Я не пойду в зал, я буду стоять, где вот там ширма. За нее спрячусь, меня кто видит, я просто хочу услышать его, одним глазком посмотреть. Вот мечта ребенка, да, подростка. Он говорит, нет, нельзя. Там люди, понятно, откуда. И потом, значит, я стою вот так вот уже все расстроен. Думаю, нет, я буду ждать, когда он выйдет, все равно я его увижу. Вот такую цель я себе поставила. Готова была, села на скамейку, и идет папин друг. А он занимал очень высокий большой пост там. Ну, там вот сейчас как начальник полиции, да. Говорит, Гульмира, ты что здесь делаешь? Я говорю, я хочу зайти на встречу, меня не пускают. Есть папин билет, он на работе. Я говорю, хочу зайти. Говорю, возьмите меня с собой. Вы знаете, он взял меня с собой. Ну, начальник полиции все-таки, да, это большая фигура. И говорит, это со мной. Не стал ничего объяснять. Посадил меня вот так на первый ряд с собой рядом. Ну, где-то место отца было, там, где они стали уже ряды смотреть. Никто ему слова не сказал. Знаете, это было 2 или с половиной, 3 часа тишины, потому что слушали его, Ужаса Умаровича Сулейменова. Слушали его стихи, слушали его вот эти вот все, как мы сейчас вот с точки зрения науки, да, сказать, да, научные все эти гипотезы. Потому что еще надо было доказывать, писать. То, что он доказал, значит, он это озвучивал, где находил источники. Все это он рассказывал, и народ слушал. И говорил на русском языке, хотя он казахоязычный регион. Вот открыв рты, извините, я буквально переведу это слово, да. Я не ожидала, что мне дадут слово. Я благодарна и Валерию Геннадьевичу, вам, уважаемый Салтанат, всем вам благодарна, что вы слушаете. Ну вот такой эпизод был в моей жизни, а я взяла книгу, как раз это определение, да. Вот это вот, папа ее привез из Москвы, синяя такая, она только вышла. А?
Определение берега, да, определение, второе слово сейчас просто уже волнуюсь, вспоминает о встрече, вот так. Негде было, я не знаю, как зашел народ, какие он там поводы, причины там нашел, но место, не то, что вот там сидеть, где вот в проходах не было, люди стояли. Люди стояли и слушали. Видно, потом все-таки разрешили, да, там народ, который простой не смог без пригласителей, все-таки их пустили. Но он выступал очень корректно, он говорил только о литературе, он говорил только о культуре и так далее. И вот именно в этом контексте. И вы знаете, потом, значит, когда уже закончилось, все бросились, у кого газета, у кого-то папиросная пачка, извиняюсь, да, ну, курил, не ожидали, все бросились получать, разрешили автографы получить, народ не ожидал. А у меня была книга, и я с этой книгой, ну, маленького роста, я сейчас маленького роста, тогда можете вообще представить, да, еще на голову ниже была. И, оказывается, моя рука вот так вот торчала с книгой. Он говорит, а кто там такой маленький хочет получить автограф? Я говорю, я не маленький, я маленькая. И он вот так вот говорит, народ, расступитесь. И вот народ расступился, он взял книгу и написал, желаю вам, желаю тебе, чтобы ты, Гульмира, да, желаю тебе, чтобы ты стала дочерью своего казахского народа. То есть я и так казашка, но вот именно в понимании того, чтобы каждый человек стал личностью, каждый человек принес реальное что-то, вот вклад в развитие своей страны. Вот таким он патриотом был, есть, остался. И будет всегда. И я хочу сказать, что вот потом встречи, помните, да, Валерий Геннадьевич, когда мы встречались здесь в кабинете с Олжасом Умаровичем, я ему сказала, Олжас Умарович, почему-то вы всегда встречаетесь мне на поворотных моментах моей жизни. И вот таких встреч было где-то около 5. Вот когда надо было решать, что делать, куда идти, как вот сейчас говорили тоже вот многие. И он говорит, ну, значит, я Богом да, говорит, послан вам. Так что, действительно, поздравляю вас всех с Днем Республики Казахстан. Этот день, он не просто достался, это тысячелетняя история нашей страны, нашей территории казахстанской, сейчас мы как говорим, потому что проживает более 130 этносов. И если каждый из нас будет действительно вот так вот честно, как мы говорим, порядочно, да, вот с совестью, как говорил и Абай, и Шакари Тойбердиев, кстати, вот в этих материалах и Абай Кунанбаев, и Курмангазы есть, потому что мы все это отстаивали в свое время. Контекст написания учебников был другой тогда, 8 этих учебников, и мы их писали с 2000 года по 2008 год, потом пошел выпуск этих книг. Вот. И что я хочу сказать, что Олжас Умарович Сулейменов нес огромный большой вклад. И сегодня, когда вы, как Международный центр сближения культуры, это, наверное, единственное, я бы сказала, в Центральной Азии, не буду говорить по СНГ, могу ошибиться, но в Центральной Азии действительно, вот эту идею ЮНЕСКО, экспертом которого я была когда-то, потом просто по причинам объективного написания докторской диссертации вышла, я хочу сказать, что в Москве, например, вот такого центра сближения культур, если я не права, поправьте меня, да, потому что я отключилась от контекста этого в другом направлении Межетники. По-моему, нет. Вы единственный. Да, вы единственный в СНГ. И свою миссию во главе с Олжасом Умаровичем Сулейменовым, каждый из вас, который действительно вот вклад, и про Салтанат можно рассказывать, и про Игоря, и про Литу, и про Валерия Геннадьевича, и про вас, уважаемые, и многих других, вот, вы несете ее, и это прекрасно. В каком смысле? Потому что это, честно говоря, это сложная ноша, это тяжелая ноша. Через культуру нести мир, через культуру сближать эти культуры. Работая вот давно уже, так сказать, сначала не напрямую с Ассамблеей народа Казахстана, а сейчас в самой структуре Ассамблеи народа Казахстана, я хочу сказать, что это действительно большая-большая такая добрая миссия. Спасибо вам большое за внимание. Поздравляю еще раз всех с праздником.